О, наконец-то. Есть! Мы на связи! Вот. Чё? Не знаю, сейчас. Сейчас нас никто не смотрит. М, О, смотрит 5. 5 людей. А было нас 40 где-то. Или 30. Да. Самые эти выносливые, сильные стали. Да. Ребята у нас, короче, с интернетом траблы были. Да, он резко отключился. Пришлось перезапустить. Я выходил. Вот. Сейчас немножко, ребят, подождем. Там, если нас не наберется там определенное количество людей, то Да, тогда закончим. потихонечку будем, да, завершать. Ну, а вообще жестко. Ну, нервы были. Из-за того, что просто тупо... Интернет пропал. Нас слышно, да, ребята? Нас 8. Можете плюсы поставить, если слышно? В комментарии. Да, чата тоже нету. Почему чата нету? Может, его как-то можно перезапустить, обновить там и все такое? Не знаю даже. Ребята... Что там? Давай. LGS, если меня слышно, можешь в WhatsApp написать? Так. С этим, с чатом что-то у нас траблы какие-то. Может, в настройках можно что-то сделать? Давай сейчас попробуем в настройках. Ребята, вы не можете что-то написать, да? Что-нибудь написать. Игиллярин Айтал пишет. Слышно, да? Да, слышит. А чат невозможно, да? А чата почему-то нету. Скрыть чат, показать чат. Нажми просто обновить. Так, давай так делаем. О, Все, слышно? Пошло. все, что-то. Есть, да? Соедин... Работает? Да. Так, ага. Все. Так, Архан Надамов, нет, Бетелик пока. Так, какие-то, вот, реально технические неполадки были. А сейчас слышно? Плюсы поставьте, пожалуйста. Сейчас, если там 5-7 плюсов будет, то это все нормально. Плюсы поставьте, ребята. Хочется посмотреть. Плюс есть. Ну вот, все, ребята. Круто. На чем остановились-то мы вообще? На Ли Куан Ю. Да, вот прочитайте, пожалуйста, история. Из мемуаров премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который 1965 года до 2000 описывается событие. Он поднял Сингапур, который только что получил свою независимость, из третьего мира в первый, хотя у них даже воду питьевую приводят, у них нет никаких ресурсов, и это теперь одна из навороченных крутых стран, благодаря нему. Это вообще... Прям пособие о том, как строить государство. Да. Вот, я тоже читаю немножко. Когда читаю, все время думаю, Якутия бы вообще вверх бы поднялась бы. Это осторожно. За экстремизм нас посадили. Точно. Вот.
Кстати, Видели Антон сюжет? Сафронов, в Инстаграме смотрели, да, Антон Сафронов, что говорил? Как вы, что думаете об этом? Так, нехиленькое такое А что там? смелое заявление сделал. Ну, типа, мы можем, типа, круто. Ну, он просто сказал то, что у нас очень много богатства, и чтобы обеспечить 900 тысяч людей, это очень малое количество людей, которые изично можно на самом деле обеспечить очень хорошо, типа. Даже Ну, Сингапур смог. ну да, Сингапур смог, вот. Так, кто-то спрашивал там про Гудаури, да, в Гудаури были мы, и там еще, Love Story снимали. да, Love Story снимали, и блог даже выпустили, выпуск есть, и можете посмотреть. Так, 12 недель в году, как люди думают, в этом году я 1084 Хамиттан Сагылыкаев. С какого можно начать? Андрей Павлов спрашивает. Но эти все книги независимо друг от друга, можно начать с любой. Да. Лана Тимофеева, здравствуйте. Здравствуйте. Эй. Вот. Нормально. Целость и сохранность. Да, целость и сохранность. Так. Ну, ребята, нас реально вот мало стало. Из-за того, что связь Да. прервалась, интернет пропал. Да, люди... Ну, давайте тогда сейчас вопросы основные по Грузии, какие интересные. давайте пообщаемся. Да, пообщаемся, да. Ну, нас 16, нормально. Так. Привет, всем привет. Хан Нарков, привет. Можете задавать любые вопросы, можете, если что, там ссылка на донат есть, ну, если кто забыл найти. Вот, еще что. Ну, в общем, у нас завтра, кстати, съемка, в Казбеге едем. Круто. Их там сколько будет? 10 примерно. Примерно 10 людей, и мы там будем. Обратно в мае возвращаемся. Артем Степанов, мы обратно, да. Вот, в мае. Нюргана Яковлева, привет. Арина Румянцева, какие любимые фильмы? Так, Мазафака написал в этот... Слишком много. В этот... Айтал, я прочитал твои сообщения, если что. Ага. Мазафака, ага, после стрима спишемся, хорошо? Обязательно. Так. Арина Румянцева, какие любимые фильмы? Да, очень много. Вчера смотрели «Ярость». Хороший фильм. Да, фильм, ну, про танкистов. Который русский режиссер снимал. Не режиссер, он оператор. Ой, точно, Да, оператор. Васянов. Ну, после Дудя посмотрел. Вот. Да, вообще классный фильм, мне понравился. Так. Тугу Нагад Донатнан. Так, ну это на ништячке оператор, вот. Оператор, вот, главный который оператор. трудился, снимал, носил оборудование, Да. замерзал, стоял под дождем, прикрывал видео, в общем, все в этом. Вот. Вот, знаешь, на что ты потратишься? Ну, Кофе мне купишь? Куплю тебе кофе. Сама попробую кофе с соевым молоком Dunkin' Donuts. И остальное я хочу этот подарки покупать родным. Там, ништячки всякие. Ну вот. Секрет. Так. Сема Трофимов. Тыгындархан кине Татарстанная реклама оңрарыра. В канале, да. Ну, это зависит от того, что они попросят или нет, или как, что-то. Но если я посмотрю фильм в кинотеатре, да, легальным образом посмотрю, и если мне понравится, то я могу. Почему нет, там пару слов сказать, если реально очень круто будет. Надеюсь, очень круто будет. Я... Как сказать? Ну, почему-то я не беспокоюсь за этот фильм. Когда вот снимали этот про Чингисхан, я там беспокоился, о, черт возьми, там очень много пиара, очень много все сказали, там легендарный фильм будет. И я беспокоился. Не обосритесь, не надо. И, ну, типа, немножко так вышло, походу. За Тыгындархан особо такое беспокойства нет. И там кадры уже... Ну, там кто-то же слил вот этот тизер, типа тизера, сам покрасил, сам смонтировал. Вот, и этот... Я за них не беспокоюсь. Я думаю, они круто сделают. Так, надеюсь. Так, мен бәмі бутым. Сема Трофимов. В смысле ты снимал? Как это? В смысле? Так, это ты оператором был, что ли?
Это ты слил, что ли? Так, Батуми на связи. А, красавчик. Это Леонид Новгородов. Это якут, который живет... Саха, который живет в Батуми, кстати. Как у вас там погода, кстати? Как погодка там? Купаетесь, нет? Знаете о новом Арина Румянцева, знаете о новом якутском фильме «Хара Хамус»? Если знаете, то хотели бы посмотреть? Да, я знаю, я слышал. Да, слышала. Ну, типа... Ну, это же вроде ужасы. Ужасы как-то. Чисто из технической... Да, да. просто интересен якутский кинематограф и как он развивается, и по этой причине... А если бы это, типа, если бы это снимали... О, извините, сейчас, да, но я все равно мысли скажу. Как сказать? Если бы это снимали где-то там в Америке, в такой фильм, да, я бы не посмотрел. Вообще никогда не посмотрел этот фильм. А так интересно из-за того, что это якутский кинематограф. Только из-за этого посмотрел. Может быть, я неправильно мыслю, типа, надо смотреть, это реально хороший фильм, но не знаю. Мне вообще сам жанр ужаса не очень нравится. Снимался Сёма снимался, это совсем другое дело. Вот это тоже круто. Это круто. Я там работал в жизни души, ничего себе. Леонид Новгородов. Там плюс 25 в Батуми, ребята. Черное море. Купаются, да, люди уже? Такой погода, да, наверное. Может быть, типа, это у нас в Якутии так, в такую погоду, да, покупаются, а тут что-то холодно. Так, Иланг. Они в этом, да, я понял. Они в Еланке же снимали. Походу снимали. Да? Как массовка, да, ребята? Ничего себе, они там купаются. Блин, надо в Батуми съездить. Я хочу покупаться в море. Это же совсем вообще... Леонид Новгородов. Ну, подумаем, короче, об этом. У нас тут очень много дедлайнов. Я чисто сразу начал отмазываться. Так. Да, по всей Якутии снимали «Жизнь души». Так, массовка, ага. Ну, Леонид Новгородов, мы пока точно не можем сказать. Хочется я в тему бар. Ну, мы скоро же уезжаем все равно. Так что мы не в пределах, наверное, будем. Сёма Трофимов, я актер. Мы знакомы, да? Вполне возможно, что мы знакомы. Сёма Трофимов, актер. Может быть, мы знакомы. Почему нет? Я начинал как художник-постановщик. Ничего себе. Круто. Тут вообще все снимали и снимались в этом. Круто. Наконец. Так, вопросы есть, ребята? Так, о чем можно рассказать-то? О чем можно рассказать? Грузию? Ну да, про Грузию. Что можно рассказать? Здесь красиво, безопасно, здорово, вкусно. В общем, обязательно приезжайте. Да. Здесь надо побывать, точно. Горы, море, пустыни, равнины. А может двор показать? Ребята, двор показать там? Я могу с макбуком выйти, ничего же не случится. А связь как? Ну, связь там, модем там стоит же. Точно. Людям интересно будет. Как думаете, много охотников? Вот этого я не знаю. Тбилиси можно показать с этого. Ну, ты сходишь, покажешь. Ну да, ребята, показать? Го, говорит, го. Сахасинен Ахтарудо, Артем Степанов. Да. Ну, не прям именно географически, да? Хотя географически тоже я по своему двору в Хомагате соскучился. Я по собаке соскучилась. И по маме, да, и по родным, и по друзьям. Да. Жизнь души это... Да. Давайте вот Витя, сходи во двор, покажи Тбилиси. Да, так. Бен Тухвирихтахкни. Я скудешник. Социально-культурный... Вот так. Не показываешь, что мы здесь бардак. У нас там бардак немножко. Так. Почему мы только... Мы 5 месяцев только бы тут были. Вот у нас вот такой дворик. Воу. Закрой-ка дверь. Вот. Так. Я без этого пойду, короче. Только в носках выйду.
Так, я же не лагаю, все нормально же, да? Смотрите, как цветет. Так, что показать? Вот это персик цветет. Видно, да? Палевно? О, вот это персик цветет. Это дерево. Персик. Ило! Привет, передай Якутии! Это тут мои друзья и подписчики. Расскажи. Так, можете подойти поближе, потому что тут связь не будет. Ребята, у вас есть возможность поспрашивать. Это хозяин дома. Да, тут красота вообще. Вай, красиво, красиво. Ило. Ай, здесь у нас лето. Не красота. Вообще Как у классно. вас там? Холодно, да? Ну, да, у них там сейчас Мгм. снег лежит. А тут Да. все. Тут уже. А где их почему не показывают? Это Они чисто мы, они вот Ага. тут спрашивают. Мгм, мгм. Вот. Ну давай, Нас смотрит 19 человек. Да, Якутию большой-большой огромный букет привет с Грузии. Теплый привет. Что еще могу еще сказать? Да. Очень хорошо мы дружим с Витей. Очень даже хорошо. Так что все нормально. Да, круто. Привет. Да. Расскажите, кстати, вот про деревья, что тут растет. Ай, вот так вот. Яблоко, абрикосы, потом это самое, груша, все, да, буквально. Ну хорошо, что работает, плохо, что это самое не расцвелись пока цветочки. Вот Да, я- некоторые есть же, да? Да, я показал цветы. Да? Да, Видно, да? да. Да. Все, значит, все натуральное у нас. Вот дай бог, через месяц-полторы будет уже натурально все у нас. И огурцы, и помидоры. Огурцы, кстати, без Картошка. теплицы. Без теплицы. Да, без теплицы. Вот, ну, Просто смотри. Да. фартовского без рутине. теплицы. Да. И все натуральное. Во, Без химиката. да. А вино сами делаете, да? Ты когда домой поедешь, я тебе вино отдам. Круто, круто. Кстати, да. Мы же... Понесешь там его? Да, обязательно. Да. Мгм. Круто, круто. Да, Сколько у вас градусов? Сейчас плюс 20, да? 22 сегодня. 22, Да. плюс 22. Гамарджоба Каргатхарг пишет. Гамажева. Вот. Ну, такие фанты. Вот так и живем. А у них? А у них... холодно? Да, сейчас холодно. Ну, плюс один, говорят. Ну, там все, Плюс да, один. снег лежит. Сейчас я вам покажу город. Так. Да. Покажу город. Вот тут курица тусуется. Во. Это город. Я без меня. Зачем? Хаягал роуд, беги. Вот. Это, блин, мне правда. Не. Так, ай. Так, зайду. Так. Ну вот так и живем, ребята. Да, интернет, это же по интернету. Да. Да, вот. Только что появилось, ну, минут 10 назад. Вот. Да, я понял, ага. Как давай, доктор? Круто живем, да? Но мне двор очень нравится тут, да. Прям топчик. Как вам, понравилось? Если понравилось, можете этот... С Игорем поговорили, да? Да, с Игорем он привет передавал. О, вот. Вообще надо было начать с этого, да? Следующий стрим, может, мы с улицы можем делать. Почему и нет? Ну да. Ну да, можно общаться. Гобанская деващева.
Да. Да. Поэтому вы выбрали это место. Вообще не ошиблись. Тут добрые люди, тут реально хорошо. Это хозяин дома. Здесь всегда приходит, работает там. Этот озеленением, благоустройством занимается. Растения сажаю. Давай немножко вот так сделаем. Так. Да, это у нас аренда получается, аренда 300 лари. 300 лари это 7,5 тысяч рублей. Вот, 18 квадратных метров. Да, у нас классная погода, Виталий Захаров. Да, сейчас. Вот так выходил, я в шортиках ходил еще. Тепло. Так. Амудай Нектигаев. Пока музыкой не занимаюсь. Но летом, возможно, что-нибудь там. Ну, чисто для себя. Мы сейчас пока здесь не купаемся. Это в Батуми купаются. Леонид Новгородов там. Да, туда ехать где-то 6 часов. 6 часов, ага. 6 часов точно, да? Ну да. Да, вот. Отлично, ага. А здесь мы не купаемся. Ну, все равно это... Хотя вот здесь рядом с нами озеро есть, летом там купаются. Видимо, скоро начнут. Да. Ну, вообще, если бы мне было бы сейчас 14, я бы искупался. Я реально вот, я пошел бы и искупался. Так, Нюргьяна Яковлева не ответили, пишет. Так. Вот, инста. Прямой эфир через Инстаграм в городе сделать. В городе через... Ну, можно так сделать, да. С городского Wi-Fi, но ходить не получится, потому что у нас интернет на... Интернет нет. На Мы симку сим-карте не продлили вообще. Да, Вот. она уже закончилась и заблокировалась. Да. Ну, вполне возможно, можно сделать на самом деле. Да, через городской Wi-Fi. Да. Там, с центра, например. 27 человек. О, все, реабилитировались. Тут написано, трансляция продолжается 22 минуты, а та сохранится, ее можно будет оставить на канале. А это будет как вторая часть, получается? Да, это как вторая часть будет. Все понятно. Надо будет тогда тайм-коды сделать. Или можно скачать и потом все срезать, все это сделать там. О, это же большая работа, ребята. Да. Лучше тайм-коды написать. Ну да, тайм-коды можно писать. Заниматься. Вино, Илон сказал, я тебе вино дам, сказал. И ребята все сразу, мне. Мы этот родным все равно принесем этот. А вот это вино можно разыграть. Да, кстати, можно провести вино и разыграть. Да, вино можно Какое-нибудь разыграть. кинзамараули популярное. Не, именно топовое. прям, который этот Илон сказал. Да? Да, может быть. Ну, это же история имеет. Это не просто там пришел с этого в магазине там за 20 лари купил, да. а это хозяин дома, который привет передавал. И это можно видео вырезать, это все. Это большую ценность имеет. Я же правильно говорю, ребята? Это же так будет? Ну, я думаю, это круто будет, если именно это вино... Занимаетесь всяким хобби типа мозаик. Мозаики нет. Мозаики не собираем. Хобби. Хобби слишком много. Все хобби. Все, что делаем, это Жизнь, хобби. жизнь, хобби. Жизнь хобби. Да, очень много интересов. Все интересно. Так что Ну, именно вот такие там собирать. Там, прям такой коллекционер и так далее. Я горные породы и минералы собираю. Угу. Люблю такое дело. Хотя в последнее время нет. Ну, с Димой. Да, с братом. 31 кадр это, наверное, с Димой смотрят. В общем, мы с Димой собираем, куда ездили по России горные породы и минералы. Но он географ, а мне просто нравится. Вот, и... А у меня какое хобби есть? Из таких странных именно. Ну, типа собирать, там вот это. Я еще птичьи перья собираю. Тебе надо выйти собирать. А там же курицы есть. Ну, курицы, там крачек собираем. Вот такие. Так, ну, музыку можно сказать. Хобби, который... Да, это реально хобби, наверное, да? Нет, имеется в виду странные, типа мозаик. Для многих это не странно. Ну, вот скалолазание, например. Это хобби? Ну, для меня это хобби. Лера занимается скалолазанием. Раньше карате занималась. Но это хобби или, типа, обычный интерес? Не знаю.
Типа мозаик же, это имеется в виду странные интересы. Илджис, напомни Я люблю обязательно. выдр. Это странный интерес. Илджис, обязательно напомни насчет магнитика. Так. Так. Хорошая идея. Да. Собрать что-нибудь вкусное. Да. Вино прям очень круто пойдет. Ну, я не думаю, что Ило будет против этого. Так. Кахан Тенер была нақыт. Мы возвращаемся в мае. Нет, мы здесь не остаемся. Саңа кирен королорон болан и пыттарын билбеппин. Ну, если что, можем повториться. Так. Надо встретиться с подписчиками и выпить. Нет, с подписчиками... Ну, вообще, встреча, сходка будет. Я хочу сделать, почему нет? А где? Я не знаю, ну попробуем. Я думаю, кто-нибудь... А если будет слишком много, там нигде не... Это же круто, если много будет. Не, сходка будет обязательно, но я не хочу говорить, типа, встреча с подписчиками, там. Это наверное... Знакомство вживую. Да, знакомство вживую и, типа, как Пообщаться. сказать, да, это же мы. Это же прям комьюнити же, который комьюнити единомышленников, так скажем. Вот. Юрий Кривогорницын спрашивает. Кахан же пускай калят. Ну, в мае будем, в мае. Леонид Новгородов. Кахан нас вообще домой отправляют. Так. Корсевитки гибаем тиесл джем. Да, Леня, приезжай обязательно. Так. Калявит детеля. Ага, все открытка с Грузии. Да, тоже можно сделать, да. Там я буду. Так. Где на Ржанке? Не, хочется... Так раньше делали. Да, хочется сделать более организованно, там, с этим, где-нибудь в кафе можно, или каких-то там Площадку. Да, на арт-площадках, да, какие-нибудь, типа такого можно. Хочу так сделать, там, чтобы микрофон был, там, все дела. Да. Там кофе-брейк, там, да, вкусняшки купить. Да. Я могу эти гигантские наггетсы. Да. Ну, реально вот хочется, чтобы этот там какой-нибудь кофе-стойку вызвать, чтобы они там были. Грузинскую, там, виду, да, там же разыграть, там же все это сделать, там да. реально вот прям. Как сходки туристов. Ну, это на природе. Как вариант. Но в поход не каждый пойдет. Вот да. Это в Якутске будет по-любому. И как на арт-площадке. Вот прям хочется такое организованное, прям вот такое. Точки кипения можно говорить. Ну вот, у да. У нас дома. У нас же большой стол. У нас очень большой стол есть. Все поместятся. Да, мы на свадьбу сыграли в этом. Уже у нас дома, получается, в Хамагате. Так, и мы сделали очень большой круглый стол, овальный стол. Слишком большой сделали. Если так далеко друг от друга. Да, очень. Да. Мы там 20 человек позвали. И, короче, там ошиблись немножко с размером. Там человек на 40 сделали реально стол. И у нас есть очень большой стол, если что. Можно так сказать. Можно арендовать, типа. Так. Так. Ага, так, где нажать? Смотрите якутские каналы? Да, Это Геликс Макс, да? Я смотрю, да. Прям... Я за компанию. Да, я смотрю, вот, LGS, когда отправляет ссылки, я его смотрю, вот, «Жизнь души». Геликс Макс, вообще всем советую, он сейчас делает очень самые эксклюзивные эти... Да, там вот женщина, которая продает каждое утро и после обеда тоже продает, вечером. Вот, Геликс Макс, он сейчас в Бухаресте, в Румынии, делает, каждый день выпускает видео с чемпионата Европы по вольной борьбе. Он делает вообще эксклюзивные вещи. Я от вольной борьбы вообще далеко нахожусь, но мне интересно смотреть. Реально, всем советую Геликс Макс, обязательно, вот прям. Это очень, ну, если спорт интересен, он обязательно к просмотру, да,
Если вам интересно конкретный якутский контент, который с Якутии делают ребята, это тоже вот. И я смотрю еще, он пока начинает, Яшка Протопопов, Джаллах Вол называется. Например, он сейчас снял один день жизни. Они там на вырубке леса ходили, и сухостоя, по-моему. Вот. И он там снял чисто якутский такой. Чисто мужицкий такой. Компания сидела и там. Ну, может, наверное, еще контент был. Скажите про работу, насчет трудоустройства, про такие темы. Ну, мы про это уже говорили, но можно повториться, да? Да. Если вы хороший специалист, то достаточно завести страницу на Фейсбуке, вступить в группы, связанные с русскоязычными в Грузии, просто с Грузией, и там уже искать свои первые заказы для фрилансеров. Это очень удобно. На специальных сайтах можно подавать объявления, но все-таки Facebook здесь работает лучше. Кстати, вот. Работу можно найти. Тут самое главное. Кроме госслужбы, на госслужбу не берут иностранцев. Очень главный момент английский язык. Реально, английский язык, потому что тут очень много работы связано с туризмом, да. И поэтому... Приветствуется английский язык. Не, это прям обязательно. Ну да, это обязательно. Когда я вот на бизнес-форум ходил, это прям все говорили, обязательно английский, да. Есть английский надо выучить. Ну, без английского, конечно, можно работать чисто с русскими туристами, да, но в сфере туризма, да, но английский вообще... Ну, чтобы платить больше, да, английский тоже нужен. Тут... Ну, нам он, например, сильно не понадобился. Да, мы в основном на русском говорим, даже грузины понимают и говорят на русском. Смотря, Gucci Gang, смотри, напиши, какой именно, в какой сфере, вот, тогда еще может у вас дома так, да. Не, а Мусхая бывают такие сходки. Да, на Мусхая типа такого можно сделать. Или найти круш открытую, там сделать сходку. Не вариант, там выгонят нас. Вспомнил, когда мы были да, там выгоняют всегда. Да. Чугасты га тахсыхка саббо. Он номустан бильстен капстен аньян и гинге курду. Ну, в этом плане то, что там физически можно, ну, типа, физическую активность какую-то делать, там, бадминтон играть, или там, хартовской не пахать. В этом плане это очень круто, да? Но это можно потом сделать, потом можно. Так, надо бежать, напишу, как соберусь. Хорошо. Ну, можно в парке. Не, так, Сандал Тимофеев, здравствуйте. Привет, здравствуйте. Лазер Такигин. Василий. Так, Дарабаларун. Дараба Вова Власов. Так, Тох Солунбар. Ну вот мы сидим. Вот недавно сходили во двор и всем показали. Потом на тайм-коде напишем. Какое-то удаленное сообщение. Ну да, жизнь души отмодерировал. Я думаю, надеюсь, это корректно было так. Интернет затупил. Архан Адамов, это чисто из интернета. Тут мы без интернета где-то минут 10 были. Сидели, я тут пишевал, нервничал очень сильно. Так, да, технические неполадки были. 29 человек. Ну, нормально. Дальше общаемся, да, ребята? Так уже же ночь там. Ну, ребята, плюсы ставьте. Плюсы. Если, как сказать? Если интересно еще. Если ставить вопросы. Да. Ну, жизнь души самый активный человек. Так. Ставьте, если пока можно еще пообщаться, если есть интересные... Да? Лена появилась. Лена Атласова, вы же выиграли это. В конкурсе. Выбирайте книгу на выбор или билеты в кино. Да, Лена Атласова, вы выиграли в конкурсе, в котором вы участвовали, в комментариях писали. Надеюсь, это та Лена. Ну, я думаю, да. А ты! Вот. В общем, на выбор. У нас же 2 этого приза. Да. Можете выбрать 2 билета в кино или книгу. Книгу тоже надо выбрать, если книгу выберете. Так что билеты в кино или в этот... Или книгу. Или книгу, да. Выбирайте.
С утра надо вставать, но интересно. Да. Спасибо большое, большое. Кинигебо. Все, мазафака. На днях с ребятами, ну вот, на днях мы доставим или, ну, с ребятами спишитесь, контакты дам, тогда вы получаете, мазафака получает кино, 2 пригласительных билета в кино Лена Атласова. Выбирайте книгу, можно это? Так, книга либо Good to Great или... Да, либо история Найка, продавец обуви, Фил Найк. Да, Оба эти книги становление я... компании Nike. Да. Ну, Good to Great я не дочитал, но не из-за того, что это неинтересно. Это очень интересная книга. Давай я расскажу, да? Быстренько, в кратком слове. История Найка, это понятно. Фил Найт это основатель Найка. Вот эта книга. Он написал вообще от нуля, как развивался Найк. И там очень интересная история. Это прям реально как... Интересные факты могу даже сказать. Когда он поехал в Японию, он сказал, что у меня есть очень крутая фирма, хотя у него не было фирмы, и он заказал сколько-то пар обуви. Он обманул там всякие. Ну, в общем, очень интересная книга. И... история Найка. Все? Good to Great тоже хорошая книга на самом деле. Все. Да. Получается, история Найка идет Лене Атласовой, 2 билета в кино, мазафака. Поздравим всех, ребята, поздравляем. Так. Я, кстати, случайно на вашей рабочей наткнулся же, искал книгу «Тонкое искусство пофигизма». Наш рабочий инстаграм это ТО Юми? Не, ну, Кайт тоже же, получается. Кайт. Это с Надей ваша рабочая Да, аккаунт. мы с подругой им занимаемся, но пока меня нет... нету курьера, поэтому пока что в анабиозе, только самовывоз. Вот. Тонкое искусство пофигизма читал. Интересно. Да. Так, Лена Атласова. Поздравляю. Так, Кити, да. Кайт, это Кити. Вот, видишь, неправильно что Ну, это. кайт это на английском это воздушный змей. Руки не было видно, поэтому так обязательно сделать. Да, вот, воздушный змей. Она вот так сделала. Она надо было так сделать. Так, Виталий Захаров. Почаще делайте вдвоем, выходите в прямой эфир. Ну, Обязательно. тогда это будет только на русском, получается. Ну, почему бы нет? Это сложно. Ага. Для меня нет. Ребята, кстати, как считаете, на якутском, ну, как думаете, на якутском без проблем же, все понимают же, ухо же не режет, да? Если режет, можете минусы поставить, если плюсы, мы не обидимся, если что. Плюсы ставьте, если ухо не режет, а если режет, то минус ставьте. Мы посмотрим вообще, как это выходит. Кити книга на скандинавском языке, ну, поэтому так назвали Инстаграм. Крутое совпадение. Ничего себе. Тогда будем теперь говорить, что 2 смысла у этого названия. Потому что у Кай там очень длинный такой смысл. Я могу быть курьером в Якутске. LGS пишет. Серьезно? Хорошо, потом поговорим. LGS поговорим об этом. Так, ага. Агмын утутарга фон болан турар стрим. Екатерина Черкашина укладывает свою ребенка, и там чисто фоном стоим мы, как радио. Круто. Давай. Манык. Он что Так, на каком-то скандинавском языке. Это круто. Так. Арина Румянцева, наверное, не по теме спрошу, но когда-либо заказывали вещи с интернета? Да, Постоянно. Wildberries, я там свои трекинговые ботинки для горного рельефа заказывала с Wildberries. Да, монопод заказывали, всю технику почти там, аксессуары там. Стедик заказали с интернета. Стедик заказали с интернета. Wildberries? Нет, с интернета. С интернета? Да, с интернета же написано. Коптер заказали. Коптер заказали. С Corner.ru. С Алиэкспресса заказали этот... Монопод операторский. Да. Много чего Я заказали. Алиэкспресс не доверяю. Лера почему-то не доверяет, но... Потому что все мои заказы теряются. Мои не теряются. Хотя я все указываю.
это мысли материальные, и ты думаешь, это, если что, сарказм. Так, вообще хорошо, не волнуйтесь. Все, круто. За бесплатно? Ну, А, Да? нет, там хотя бы проезд, транспортную Ну, в общем, оплатить. Да, жизнь души. поговорим, Да, да, поговорим. это обсудим. Обсудим. Так, плюс. Ну, круто. На якутском нормально. Или на русском. На Чисто русском по языке. Фрейду ошибся такой. Ну, тогда я могу иногда светиться во влогах и в прямых эфирах. Да. Он на велосипеде. Богдан Прокопьев, привет. Ну, тем более круто. Ну, на лето, да, можно тогда. Да. На этот- У нас сейчас 18:51. Без 9:07. Правильно же сказал? Без 9:07. Да. Да. Ну, раньше я ошибался. Вот. Почему мы замолчали? Потому что вопросов нет. Так. О чем можно рассказать? Спросите, мы можем о чем угодно рассказать. Ну, не то, что о чем угодно. Ну, Просто именно вот на этой теме. Я логарифмы, там, интегралы не могу выводить. Не-не-не, я имею в виду насчет Грузии. У вас есть зашкварные темы? Типа зашкварные темы? Зашкварные темы это уточни-ка, Ваня, уточни-ка. Ну, типа, какие-то там провалы, фейлы в этом Грузии имеешь в виду? Спроси. Сахалин учили Симбир, Бары Сахалин учили Букуенко в Ну да, поэтому я особой принципиальной разницы не имею. Жестко неправильно сказал. Для тебя нет принципиальной Разницы. разницы. Да. Для меня нет принципиальной разницы. Вот. На якутском влог на якутском веду, потому что мне так привычнее, естественнее, и на якутском больше нету контента, и поэтому это эксклюзивно, и поэтому Да, это делаю. развитие якутского YouTube. Да, ну вот чисто, да. А на стриме это нормально. Так, расскажите какие-нибудь истории из жизни. Очень много историй. Я однажды чуть насмерть не замерзла на Камчатке без палатки, спала вместе с братом на холодных валунах и замерзали. Я там чуть не умерла. И это было самый страшный, наверное, это такой, прям вообще проверка на прочность. Так, сохраните? Да, сохраним обязательно. Почему, когда... сколько вам лет, Евгения? 22. Мне 26. Да. Почему, когда Лера начала веганить? В детстве, очень давно. Когда мне впервые начали давать мясо, мне вкус его не нравился, я от него все время отказывалась. Веганить, а не вегетарианствовать. Вегетарианствовала я, получается, где-то, очень много получается. Веганить начали вместе с 17-го, да? Да. Ну, я до этого еще год веганила, потом обратно переходила. И потом снова веганить начала. Вот. Когда в Якутск собираемся в мае. Пока есть некоторые планы, если они сбудутся, они там все хорошо пойдет, то в мае, да. Если не по плану пойдет. На все лето останемся. Пока не заработаю на билет. Пишет. Манфо, божественный ветер. Привет. Уран Хай С. Нет. Да. Нет. Если комп был бы, то... это очень, как сказать... Я могу там вообще затеряться. Я могу каждый день играть, поэтому даже не хочу. Стрим снайпер. Я не успел прочитать. Он там матерился, но спросил, как мы с России уехали. Просто купить билеты и поехать. Все. Так. Как решились переехать в Грузию? В Грузии вообще сейчас почти в последний момент определились со страной. Вообще началось с того, что мы хотели после свадьбы уехать в медовый месяц, типа, да? После свадебной путешествия, да. А потом что-то решились вообще уехать на перезимовку, почему бы и нет, типа. Там мы смотрели вариант Таиланд, Индонезия и Вьетнам.
Ну, там сложности с работой Да, были. да, да, там с Там визой, строго да, да, слишком. даже с работой, там вот все. И Лере не нравится вот этот тропический. Слишком жарко как-то. Да, да, Я да, да. люблю горы, а не море, Да, да, океан. да, 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 вот. Хотя, не, море, океан тоже хорошо, но имеется в виду горы лучше. И, Во-во-во. как сказать, А потом что-то где-то я наткнулся в Грузии, статья про Грузию, там вообще все классно было. И вообще за неделю решили то, что мы поедем в Грузию. И когда Лера получила загранпаспорт, мы сразу поехали купили билеты. купили билеты И и решили сразу в Грузию, хотя... там 2 недели оставалось, по-моему, да, когда Да. купили, или не помню. Насчет цен еще ничего не знали, но удачно попали. Так. Bu bilgi bidu. Вай, так. Да, это стрим. Так. Так. Калин уже свой докор качал бах. Так. Ага. Как еще? Калин уже свой, ну, типа, вы приходите уже там, как, уже тепло, А, потеплело. почему Так. вегетарианство? Чалбах был это. Вот когда слякоти не будет, вот тогда приедем. Так. Кем были в школе? Отличниками, Вопрос хорошистами? пропустили. Калин? Какой? Вот почему вегетарианство? Веган, того, веган, зачем, для чего? Здоровье, экология, этика. Все, кратко. Да, наверное, так. Отдельно можно постримить, да? Или? Да, Нет. ну, я часто у себя стори, по идее. Ну хотя- да, и на Леру можете посмотреть. Я тут забыл эти инстаграмы наши написать. Походу, надо почаще про это говорить, потому что у людей хромает биохимия, и это очень интересная тема касательно веганства. Да. Так, кем были в школе? Отличниками, хорошистами или троечниками? Троечник. Я- Серьезно? Да, Повезло. у меня в аттестате 4 стоят, но на самом деле у меня хромала математика и алгебра и геометрия, у меня там тройки стояли. У меня наоборот, У алгебра. меня хорошо было с русский язык, литература, потому что это биология. Ну, это очень легкие предметы. потому что- У меня наоборот. У меня по геометрии, по математике, по алгебре всегда 4 вот 5 были. В аттестат поставили Да. 4. У меня 5 стоят. А по русскому языку, по якутскому языку у меня 3 были. По якутскому языку вообще прогуливаю. Вот. Ну, троечниками. Я был обычным школьником. Да, типа- я тоже. Типа, не было такого. Ну, это в ВУЗе слишком ботан, все меня за ботан принимали почему-то. Ну вот. Санга видел Рахан Тарат. Ну, будут, потихонечку будут видосики. Сейчас надо дедлайны сдать. Да, сдавать дедлайны. На монтаже там очередь большая копится. Да, и вот поэтому мы стримим. Так. Ага. Там вид на жительство. Пишите, пожалуйста, без матов. Да, пожалуйста, без матов пишите. Там вид на жительство дают спокойно. Вид на жительство спокойно. Ну, там определенные деньги надо иметь, чтобы вложиться в деньги. В недвижимость, да. Определенная стоимость должна быть у недвижимости. Да. И вы должны доказать то, что вы, Владелец этой квартиры и никто Не- больше. да. Потому что И бывает, ещё- что скидываются родственники и покупают одну квартиру. Да, и то, что, типа, как вы полезный человек в обществе. Да. И более-менее демократично получить. Но, мне кажется, россиянам не прям Сложно. must have, потому что год же можно Да. жить. Да. Вы учитесь, закончили? Закончили. 5 лет назад я закончил тут. Я в 17-м... В прошлом году закончил. В прошлом году. Да, в в прошлом прошлом году. летом закончил. Да, 5 лет училась на бакалавра биологии и химии. Так. Еще этот методика преподавали. Коркакалякнатор Блан Бар. Какие планы, когда приедем? Но пока... свадьбы снимать. Которые Вот, сезон отснять. Да, сезон отснять, да. Заработать, долги закрыть. Да, долги закрыть надо еще. Так, с языком проблем не было. Кстати, тут особых проблем, языкового барьера нету, потому что По-русски очень... многие Да, понимают. просто по-русски многие понимают. Как так? Но новое поколение, не то что молодое поколение... Да, наше- по-английски. Да, по-английски. Но у них такой понятный английский. Да, Они говорят медленно и понятно. да, вот. Грузия, так, я там интересный вопрос прочитал, так, Насколько хорошо знаете английский, в каких странах еще были? да,
насколько хорошо я Ну, давай знаю... сначала ты ответишь. Ну, с английским у меня такое... ниже среднего, наверное. Вот, ниже среднего. Ну так, чисто где там что находится, вот такие вопросы могу задавать. Первые необходимости могу найти. Так. В каких странах еще был? Я в 10 странах был. Бельгия, Франция, Турция, Египет, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Лаос, Китай, Грузия. Вот. Привет. Да? Я английский знаю на среднем уровне. Лучше, чем я, в общем. Да, ну лучше, чем Витя, но мне кажется, все равно недостаточно. Но оказывается, я только в Грузии узнала, что я, оказывается, хорошо понимаю английский, хотя в школе нас толком ему не учили. Ну, халявная учительница была, можно сказать. Так, оказывается, понимаю и говорю нормально по-английски. И в музей, когда ходили, там на английском описании висит история. Читаешь, и оказывается, понимаю. Да, бывает такое. Такое открытие было. Бывает такое, то, что там кто-то спрашивает что-то, и Да. черт, я понимаю. А потом не может... Грузия для меня это первая страна, в которой я была, потому что, ну, как только мне исполнилось 18 лет, я начала путешествовать вместе со старшим братом по России. Камчатка, там центральные города, Алтайская область, Республика Алтай, вот в таких местах там дикарем с палаточками ходили. Вот, а Грузия для меня страна первая. Вот, укладка нормально пошла. Так. Грузия безвизовая. Да, Спирмакс, да, безвизовая. Тут год можно прожить без визы. Спокойно, вообще изично. Так. Отуна нерагир кухаган бо. Этсим берсия канада. Андрей Кузьмин. Что говорит? Ну, типа, говорит то, что только травой питаться это плохо, говорит. Ну, чувак. Ну, Трава давай, такое слово. Так, подожди. Так, я с О, мы такие вот. Подожди. С биохимической точки зрения я могу с ним поспорить. Ну, это будет очень долгий слишком монолог. Так что... Подожди, Андрей Кузьмин не в теме же получается. Он не знает вообще. Нет, он реально не задумывался об этом. Он просто... Это же все равно чисто такое предвзятое отношение к вегетарианству. Я могу ответить, почему. Давай. Только это будет очень долго. Ну, минуту точно. Вот. Иван Яковлев спрашивает, вы ссоритесь? Да, конечно, бывает. Да, бывает. Бывает. Ну, потом сразу меримся. Да. Да. Некуда же не убежать. Ну да, бывает такое, но... Ну, это нормально. Ну, не то, что нормально. Некуда убежать. Ну, типа, вот, жестко поссорились, да. Типа, и все равно в одной стране вдвоем находимся. Да. Типа. Витя иногда выходит на озеро прогуляться. Да. Успокаивались. Успокаиваться. Но это... Нет, мы быстро миримся. Да. Так, Инстаграм-тын манна суруинере. Так, сейчас пишу Инстаграм. Я пока отвечу на вопрос, откуда родом. Витя из Намского района, из Хамагаты, а я из Якутска. Ханнык Эре это мой. Так, еще Лирика. Вот, это Лера. У меня можете там на страницу Инстаграм посмотреть с путешествий, старые фотографии про Алтай, про Камчатку. Так, это книжный магазин, напишу. Книжный магазин. Надо было здесь написать. Да, так, ну, слышно. Так, и еще... рабочий. Да, это рабочий наш, это чисто видеография. Да, неправильно. Так, сейчас напишу. Юми, так, это видеография, да? Отя. Давай. Я допишу. Так. Ага. Корея сылжан так. Корея сылжан этсилбин отчапытым веганство учугейн онно билбитим. Ну вот, человек, Булат Петров пишет то, что мясо в Корее, когда был в Корее, он
меньше стал употреблять мясо. Так он, наоборот, Да. рыбное же все, нет? Но нет, меньше он сократил, и он понял то, что вегетарианство полезно. А, Вот. Типа уже человек в теме. Вот. Кстати, машина санта хайдары. Тут насчет машин, тут очень дешево. Дешево. То есть, если вы приедете сюда и будете жить, то себе можете купить за 200 тысяч там хорошую бэху там 2004-2006 года. Уже в России увезти это уже все. Типа, какая же цена будет. Экстраверты или интроверты? я интроверт. Я экстраверт. Вот. Хотя меня еще называют социофобом, мизантропом и социопатом, но я не считаю, что это правильно. Вот. Поэтому дополняем друг друга. Да. У нас одинаковый характер, только Витя форма экстраверта, а я форма интроверта. Да. Зрение у нас одинаковое, кстати, до 0, минус У меня 3,75. 3,75, но походу еще меньше стало. Да, походу, по-моему, у нас минус 4 вдвоем. А так у нас обоих 3,75. Было. Угу. Когда познакомились, типа, вау, на одной теме. О, мы можем носить одни и те же очки. Когда итоги конкурса? Чувак, Николай Черков. Уже было. Уже было. Мазафака выиграл, или Лена... Атласова. Лена Атласова выиграли, да. Да, поздравляем их еще раз. Еще раз поздравляем. Так, уже, так, крутой челлендж. Иван Степанов, крутой челлендж. Ага. Как быстро после свадьбы привыкли. Мы до свадьбы друг к другу привыкли. Мы уже до свадьбы жили вместе долгое время, да? Ну да, типа недолго, но полгода. Ну, периодически тоже как. Ну и с периодическими Мы тоже считай, в да. трех разных Мы в местах апреле вместе начали вместе жить. жили. Да. Это, в августе уже было это. Нет, Была потом еще год прошел. Мы 1,5 года жили до свадьбы вместе. Да. Да, я сейчас в Линзах. Да. Да, поэтому друг к другу давно привыкли. Ну, как сказать, привыкли интересно общаться с Витей. Ну и с Леной тоже. Чисто так. Мы можем сидеть за завтраком и всякую философию ни о чем обсуждать несколько часов. Как познакомились, спрашивает. В общем, это очень интересная история. Давай я расскажу. Ага. Короче, я был в Намцах, в Хамагате, тусовался, я укладывал своих племянниц, и там позвонили ребята, одноклассники. Давай, Витек, выходи. Мы вышли, и там пацаны сидели, мы сидели в тачке у Аяла, по-моему, да, и сидели, там общались, и Эльдар такой сказал, хотя, сказать можно, да. А Эльдар не будет против? Ну вот, в общем, сказал, я в ВКонтакте познакомился с такой интересной девушкой, вы по-любому будете крутой парой, сказал. Типа, тоже вегетарианка, и любит путешествовать, типа, я такой, все, типа, я знакомлюсь, и я в директе написал, в директе написал в Инстаграм, и, вот так и познакомились. Ты написал, привет, посмотрел твой Инстаграм, очень интересная у тебя жизнь, аж вдохновился, буду рад с тобой пообщаться. Чисто так, вот. Вот так и познакомились, и у Леры не было времени вообще встретиться со мной. И самым поворотным моментом я такой, давай встретимся, в кино звал, и она отказывалась. Я пропадал на 3 дня еще. И однажды она сказала, давай встретимся в кафе где-нибудь. Да? В проспекте на 5-м этаже. Да, Bubble Tea. Bubble Tea. И тут самый поворотный момент был, я отказался. Нет, у меня времени нет, сказал. И она такая, чё, типа? What the fucking shit? Вот, а потом все-таки встретились. В автобусе. Джастер, спасибо большое. Вы очень красивая пара, кажется. Когда думаете обратно прилететь? В мае? В мае, да. Собираемся. Так. Ханнык бюджетная экшн камеры советую от 8 Огбамбаха, чтоб он нам отнесл более-менее картинки устар кулик махтал бра. Это же, который Аарон еще хотел. Не, вот Xiaomi. Xiaomi, за 8-12 тысяч, да, Xiaomi вообще прям топ-топ. Если Аарон ее подметил перфекционист, то она точно хорошая. Да, вот Xiaomi за 8-9 тысяч. Вот так давай это сделаем. Чисто
такой. А почему ты не видишь? Потому что ты... Потому что я так сижу. Да, я по-другому сижу. Ну, просто когда вот так делается, типа, неправильно же обрезает голову. Типа. Так. Ну, вот такой рассказ. На все вопросы ответили, да? Ну да, вроде да. Да. Ну, тут уже технические характеристики надо смотреть. ОГ Бамба. Ото Sony Бардио. Бар Ол Хайдаги Тювонгеген. Тут надо уже в этом смотреть. В Ютубе эти смотреть. Как его? Распаковки, тестинги. Я всегда так выбираю. Характеристики, да, такие. Тесты надо смотреть. И какой понравится, можно взять, да. Но Xiaomi, по-моему, он, если считать там за 10 Xiaomi, за 10 Sony, я думаю, все-таки Xiaomi лучше будет. Ну, почему-то так. Ну, потому что Sony это же бренд, за бренд тоже надо платить. И за 10 у них, наверное, все-таки немножко похуже будет, чем за 10 Xiaomi. Но надо проверить обязательно. Бастан Грузияга барагитер төхачылага этигит. Как я помню, 60 тысяч это до. Сколько у нас было? Да, примерно так. 60 тысяч было, да? Ну, чуть-чуть, плюс-минус. Ну, я помню то, что мы как приехали, все сделали со всеми этими, там, у нас осталось где-то 30 тысяч, я помню такое. Они быстро исчезли. Да, они быстро исчезли. Так. Ну, это со счетом того, что мы здесь оплатили хостел, вот это все оплатили, у нас осталось там вот где-то 30 тысяч осталось. Там в первых влогах. Да, первые влоги надо смотреть, там, где мы нашли крутую... Хостел, квартиру. Да, нашли дом с крутым видом называется. Да, вот этот влог можете посмотреть, там я прям до копейки все отчитываюсь. Грузия Джонасер Гетахаддахабити. Очень крутые ребята, грузины, гостеприимные, общительные, открытые. Добрые, да. Всегда помогают. Да. Не было такого, вообще никогда не было такого, что какой-то от грузинов негатив какой-то. Да, они очень хорошие. И Кистане все грузия до. Второй раз повторили бы, типа, пожить в Грузии. Да? Да. Встретиться со всеми. Да, определенно, да. Ну и все-таки покататься на сноуборде. Да, уже как туристы приехать. ФК Челси спрашивает, а цена Хайдавай. Тут очень дешево. Насчет продуктов спрашивает. Угу. Тут очень дешево. Например, мы в Якутске в месяц тратили 20 тысяч летом. Это летом. Летом тратили на 20 тысяч, получается, на продукты. Это с учетом того, что мы в кафешку кушаем, там кофе, ни в чем себе не отказываем, там кофе пьем, там что-то делаем. Давай все-таки немножко экономно будем считать, в Якутске тоже. В Якутске, если экономно мы жили, то это 10-15 тысяч, да? А если здесь экономно живем, то это 5-7 тысяч. Ну вот так. В месяц 1000 рублей, 5-7 тысяч рублей. Вот. Через какую программу стримишь, Бан-Бан? Стрим через OBS. Так, Богдан Прокопьев, фруктовые овощи, чапчики, это иди. Да, очень дешево, фрукты, овощи очень дешево стоят. Вообще прям дешево. Например, сейчас огурцы там 3 килограмм, 3 лари, 75 рублей сейчас стоят. Свежие, только заносишь их домой, вытаскиваешь из пакета и по всей квартире пахнет огурцами. Да. Это как будто вообще только что срезал дома, да, в деревне, с теплицы. Да. Такие. Например, мандарины стоят там лари. Можно за лари спокойно, за 25 рублей спокойно можно найти мандарины, килограмм мандаринов. Вот. Есть ли замахи, идеи, сюжеты на свой фильм, якобы? Кстати, по вот этим вопросам касательно цен, можно добавлю? Давай, ага. Есть влог у Вити на канале здесь, обзор цен. Там обзоры на цены.
есть там по рынку ходили, Да, помнишь? да, 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 да. Можете посмотреть, там все про цены сказано. Да, там прям вообще под цены. Да. Я Ване отвечу. Есть ли замахи, идеи, сюжета на свой фильм? Вот как раз таки замахи есть, а идей сюжетов на свой фильм нету. Ну, было бы круто. Да, можно об этом поговорить, Ваня, когда приедем, вот, обязательно надо встретиться. Я хочу... Было бы очень круто где-то осенью снять короткометражку какую-нибудь. И Ваня, вот, будь здорова. Спасибо. Ваня, насчет этой темы надо поговорить, я думаю. Мазафака, Sony X3000 или Альфа... не, AS300 норм, но они за 20, за 30. Ну да. Какой бы фильм сняли бы? Ну вот я ответил, какой-нибудь короткометражку. Но я сужу по средствам и по возможностям. И по возможностям на короткий метр, по идее, есть возможности. Я думаю, да. Ну и техника. Именно да. Идея нужна. Насчет техники пока этого нету. Аудио хромает. Надо вкладываться. Да, удочку взять. Ну, аренду можно взять. Но насчет аудио, когда вот этот идет, например, диалоги идут, да, я не знаю, как это записать. А все остальное можем саунд-дизайном оформить. Вот. Да, вот он вообще... Мы его купили в первый день, как заслились. Да. Так. Павел Батуев, привет, рад вас видеть. Добро. Ебой! Так. Здраво, дрон. Якут Войс, стримнер... где это? Стримнер учигейта. Якут Войс, Агарда. Да, стримнер, да. Прям интересно. Ну, сразу отдача идет. Сразу вопросы, сразу ответы, сразу вопросы, сразу ответы идет. И не надо монтировать. Но тайм-коды надо писать. Это было бы хорошо. Кыз Сахалы Дабет, да. Жена понимает ли якутский? Да. Плохо, очень плохо понимает. Да, вот. Атын Сергей Кохан Баран адаптацияны кайдах ахыркы себе, например, кайдах аспекты. Как адаптация прошла? Ну, тут, как сказать, бумба. Адаптация. Ну, у нас желание очень большое было именно вот такой опыт. Можешь гирлянду включить? Сейчас как раз таки будет. И поэтому адаптация более-менее нормально прошла. Там немножко вытащить, да. Ну, чтобы хотя бы какой-то интерес был. Вот. Адаптация, потому что у нас было желание именно вот иметь такой опыт, поэтому адаптация более-менее круто прошла. Да, и мы заранее, прежде чем ехать, с Витей говорили о том, что нужно быть готовым, то, что у нас не все будет гладко, и, возможно, нам будет очень тяжело. Ну и... Да, прям инструктаж делал. Да. Ну... Поэтому вот об этом помнили, то, что мы же знали, куда идти. На что идем, да. И то, что нужно все это принять. Так что получилось очень круто. Так, напиши в описании правила чата, а то модри твои совсем без причин банят. Не знаю, за что банят. В описании. Ну, в следующем стриме обязательно напишу. Вообще, без матов. И оскорблений. Да, без матов и оскорблений. Вот. Если маты будут, то ну и грубо писать нельзя. Типа так. Я думаю, правильно делают все. Так. Джастер, Грузия рай для веганов. Да, это реально рай для веганов. Тут все есть. И здесь часто постится, поэтому здесь сейчас очень много постов. Да, сейчас как раз-таки пост идет, и поэтому вообще очень много. В обычном магазине приходишь такой... в пригородном магазине. Приходишь такой, что есть самархо, типа. Ну вот. Очень много. Самархо это постный. И тут майонезы постные. Покажи постный майонез. Ну, тут их вообще много видов. Да, тут очень много. Ну, например, вот такой постный майонез есть везде, в каждом магазине. Стоит где-то там 37 рублей. Постное мясо с тем же самым аминокислотным составом. Да.
Так что хорошо. Каким видеоредактором пользуешься? Final Cut. Spirmax Final Cut. Я рад был насчет фильма, даже с вами поработал бы. Да, надо встретиться, подумать и а потом уже чисто организационные моменты вообще. Надо насчет фильма думать. Так, каналın tereyhine смотрибельной бастыкы видеолардан көрбүт болан үчүгай арба болт ген вол бар этеди чабары үчүгай кыгары тюн хаста стримнарыся. Болт это этот джулус, когда-то болт. Махтал Лохан, Манфор, Божественный ветер. Мы знаем, что делать. Ха-ха-ха. Якут Voice, где видосы? Так, не хотелось бы забраться на гору Шхара, снять хорошие кадры видео. Это здесь? Ну, вообще на горы хотелось бы, но это... Да, но здесь сезон начинается с мая по сентябрь на Казбек. Тоже пятитысячник. С него тоже хорошо начинать свою альпинистскую историю. Но, конечно, хотелось бы. 2700 это мало. Ура, гирлянды. Так, мы стримтем это турдение. Минусы и плюсы, плюсы и минусы жизни в другой стране. Ну, да, тут еще немножко прерывалось из-за интернета, и это вторая часть, походу, записывается. Да. Так, наверное, хотя бы тайм-коды надо будет поставить на основной вопрос, как думаешь? Надо, по идее надо. Собираюсь уехать в Чехию, либо в Грузию, занимаясь тоже видосами. Если в Грузии, то был бы не против поработать с вами. К сожалению, или к счастью, ну, к сожалению, наверное. Да, в мае нас не будет уже. Да, в мае мы нас... возвращаемся. Ну, если что... Но лучше в Грузии, потому что в Грузии это не, как бы сказать, не пройденная тропа. Здесь нет местных видеографов. Не, местные как раз таки есть. Есть, но... Как сейчас скажу? В общем, тут... Производственники. Да, они, если есть видеографы... Они за $1000 делают. Да, типа, прям масштабный. Да. Типа, видеопродакшн в этом. А местных видеографов, как в Якутске, например, которые свадьбы снимают, Очень лавстори, мало. фэн-стори, маленькие, небольшие рекламы и так далее. Очень мало. Да. Ну, вот приезжие в основном. Именно вот прям у них вот этот видеопродакшн прям такого высокого уровня ниша занята, походу, да, вот именно для этих там корпоративы, вот такие, а так вот средний уровень, который... Свободен. Да, свободен. Так что здесь... Именно фрилансеры, которые видеографы, киноделы, вот они, эта ниша свободна. Да, прям свободно. Так. О, Артем, привет. Привет. Мы в мае приедем в Бан-Бан, кстати. Можно встретиться. Да, и насчет этого поговорить. Да. Ну что, ребята, как думаете? Спать, наверное, уже пора. Да, Всё. многие уже. Или как? Еще полчаса посидим, если... Агарде Сахам Джаназар. Агарде, как у них дела с новой полицией? Слышал, они искоренили коррупцию. Ну, в этом именно вот остановиться и дать там Ларе в полицию, это невозможно, наверное. Да. Да, а так... Ну, насчет... говорят, что есть, но... Наверху, да, наверху прям. Вот это уже в кабинетах решается. Вот такая коррупция, наверное. Ну, я не был свидетелем, но говорят, так и есть. Так. Оги Бамба. Тох минустары атын странага лорор. Ари хуйтанки битн бхала. Ну, какие минусы? Давай, но мы не все же минусы рассказали, да? Ну, какие минусы в другой стране жить? Сложно найти заказы, потому что рынок неизвестен, надо его смотреть, ничего не известно, как что работает, какие каналы есть, Ну, тут... поиска заказов. Да. В этом минус. Неизвестность это минус, наверное. Смотря. Да, а еще то, что... Ну, вот подожди, для меня это плюс всегда. Ну, неизвестность плюс. Да. Ну, потому что... Можно так сказать, да. Хорошо, что Лера в этом плане так, как сказать, не паникует, что ли. Ну, В смысле? Ну, это человек, с которым можно на разведку ходить, и поэтому более-менее... Да. Я люблю на разведку. Да. У нас нет детей, и поэтому такой большой ответственности нету, которые там дети будут голодать. Да, мы готовы рисковать своей жизнью. Да. И поэтому
вот минусы мы стараемся смотреть как плюсы. А вот такой таких А, минусов. есть Какие? то, что в Грузии зарплаты ниже по сравнению с российскими, и, соответственно, стоимость видео здесь тоже становится дешевле. То есть непривычно, можно даже так сказать. То, что здесь приходится брать за большое видео поменьше. Так. Так, Хаскас Майдан Алраут. Так. Да, Когда в Якутск в мае. в мае возвращаемся. Да. Хаскас не Майдан Алраут, эти квартира за 7,5 тысяч Да. рублей. Про донат не забывайте, друзья, на ништячки операторов. Вот. Можете задонатить ей. Ну, то есть там в описании есть ссылка на донат. Можете задонатить, можете... Что произойдет? Тут интересно произойдет. Так. Какие планы в Якуту? Ну, в Якуте сезон отснять. Там уже еще есть творческие планы. Какие деньги, какую роль играют именно для вас? Это самое удобное средство для достижения своих Идей. Да. Планов. идей и планов. Реализовать, да. Ну, это как возможность. Да, Я деньги смотрю, это возможность. да, возможность. Ну, то есть, о возможности в большом-большом приоритете. Вот. Какая любимая фирма телефонов? Apple. Ну, у нас обеих Apple. Обоих. Обоих Apple. Обеих Apple, Ну, да. там. мне нравится то, что AirDrop с MacBook просто синхронизировал, и все, быстро перекидываешь музыку, быстро перекидываешь все файлы, через AirDrop просто отправляешь друг другу, FaceTime использовать можно. Ну, и вот у них одна еще экосистема получается у да, нас. и безотходное производство у самой компании. Тоже хорошо. Да. Ну, из-за этого у них, конечно, быстро убиваются провода, но это нормально, они разлагают. Да. Вот, поэтому в этом плане у нас экосистему сделали Apple-овскую. Да, поэтому, скорее всего, будем сидеть на Apple. да. С MacBook перекидывать файлы, вот это все Очень очень удобно. быстро, очень удобно. Так, Павел Батуев, зацени биточек. Давай заценим биточек. Мама спать пошла, говорит. Спокойной ночи. Так, сейчас заценим биточек. Тёма, да, давно не виделись. Очень давно. Так, сам поправил. Давай заценим биточек. Угу. Ребята, Я не слышу. сейчас будет. О, тяжеловасенько, чувак. Я понял. Я понял. Ребята, слышно, да? Биток. Ну, вот, еще послушаю. Но тяжеловасенький чувак. Типа, не для всех. Я понял тебя, я понял. Так, прям. Если так. Монеты в Грузии? Лари. Ну, валюта. Да. Лари, Джорджан Лари. Да. Копейки это Т3. Т3, да. Можно показать, кстати? Да. Где наш деньги? Там. Кабиджа, грузин. Да, грузин. Я не знаю, где он живет. Вот это 100 лари. Это старые 100 лари, походу. Да. Вот, отличный вопрос.
Лера, футболки слипов, ты любишь рэп, как вы живете? Насчет музыки у Мы нас... слушаем музыку в наушниках. Да. Витя слушает в наушниках, я слушаю в наушниках. Ну, я как бы... И я не мошусь дома. Насчет этого, да, музыки, да. Первые времена были разногласия, немножко такие... Да, типа, у меня отношение к рэпу, извините, все, кто любит рэп, но мне не нравится. Я люблю... Не нравится, это нормально, а когда начинает, когда бывало такое, то, что типа... какие-то ну, оценочные взгляды да, такие мне... просто лично мне не нравится. Я люблю тяжелую музыку, я люблю рок, ну, из мягкого пост-рок люблю, панк-рок люблю. Метал, дэз-метал мне очень нравится, дум-метал тоже я люблю. Калибан, The Prom Queen. А я чисто такое, не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, хочу быть автоматом, стреляющим с лиц. Я люблю все на гроуде и на скрине. Вот, и да. Приходится слушать музыку в наушниках. Ну, я хотела... Жалко, Sounds of Saha сейчас не проводит, но я хотела бы, чтобы Витя со мной сходил на рок-концерт на Sounds of Saha, например, и помощился со мной. Не, я не против. Ну, типа, тяжелая музыка нормально. Ну, типа, рок тоже нормально. Типа, вот есть, типа, вот такое отношение. Лера не любит, у Леры есть неприязнь к рэпу, да? А у меня нет неприязни к року. Вот, что хотел сказать. Вот, рэп начинается, вот, видишь, кольца там, вот. Деньги, золотая цепочка с долларом. На дубе том. Вот, это 100 лари. А это тетри. 50 тетри. За 50 тетри это 12 рублей. За эти деньги можно купить полкилограмма мандарина или можно... Или на метро 1,5 часа ездить. Да. Это один проезд. Или килограмм мандаринов. Да, полкилограмма или килограмм. Ну, типа, полкилограмма будет, они немножко убитые мандарины. А за килограмм... за полкилограмма нормальные 50 тетри. Да, фестивали сдулись. Это печально. Так. Ну-ка, Артем Чукров. Лера топ пишет. Это когда ты говорила про этот. Спасибо. Так. Музыку слушаем. Сейчас музыку будем слушать. Ну, ты, конечно, отправил Урану, да, это, конечно. Это же жесть. Это круто, конечно. Я не фанат электронной музыки, но мне нравится творчество. Не, вообще. Я сейчас иду жестко. Да. Не, ну... Музыка очень атмосферная. Это у нас нету этого. Предпросмотра только. Да. Ну, этот Уран, да, крутую музыку делает. Уран топчик. Вообще я к музыке отношусь как к интеллектуальному труду. Больше. А к рэпу? Так. Ну, не плейс, конечно, но этот... Нет, сейчас уже более нормально. Раньше у меня такой негатив к рэпу был, а сейчас уже понимаю, что Витя ценит в рэп-музыке, и думаю, что это так же, как то, что я ценю, например, в тяжелой музыке, в металле и в роке. Да. Я начинаю голодать. Ну, типа, Надо ужин готовить. Да, ужин готовить. Ребята, кто есть там? Плюсы пишите. Если уже мы все проговорили, да, я думаю, уже будет... Да, можно уже завершаться, что допоздна-то видео держать. Да, как думаете, ребят, у нас не так мало осталось, 20 человек. Рэп, хип-хоп, one love. Давай, родная, за хип-хоп, да? Так. Ну, мы реально много проговорили. Да, очень долго. 3,5 часа. Хочется. Так.
Так. Ну, плюс 5 подписчиков. Интересно, на меня кто-нибудь подписался? Шучу. Подписались А на так, него? один кто-то, да, я сразу им подписалась. Так. А, нет, еще кто-то. Итёкеханан, Коля Леханов, Итёкеханан. Сандей. Ну, да. Кто смотрит, плюсы ставьте, пожалуйста. Кто смотрит, ребята. И вопросы задавайте, мы уже все проговорили. По-моему, да. Да, насчет касательно цен и того, как мы нашли жилье и сколько оно стоит, есть старые влоги. Да. Можете их посмотреть. Первые влоги смотрите, там все есть. Это сколько стоит, что стоит, где стоит. Ага, Лена, Дарт Вейдер и даже есть. Даже Дарт Вейдер смотрит. А знаете тоже, кстати, эту музыку написал человек, который написал Гарри Поттер. И еще кого он? Один дома саундтрек писал. Талантище. Да, еще там. Вы устали? А, нет. Да. Кстати, кольца мы на заказ делали с горами, силуэтами гор. Сейчас покажу. Видно, да? Вот такие горы. Я голодный, у меня руки трясутся. Вот такие. Так, да, мы не то что устали, а уже проголодались, и да и вас уже до ночи, получается, задержали. 21 человек не спит из-за нас. Отдыхайте, говорит. Так. Да, еще надо к завтрашним съемкам готовиться. Точно. Завтра в Казбеге. Чаще выходите в стрим, Тёма написал. Постараемся. Да. Я хочу чередовать. Или как хотите, вот именно. Да, мне это интересно, типа, чтобы чередовалось, да, видосы, как в выпуске, да, или можно, типа, каждый четверг, вторник или как каждый какой-то день обязательно выходить в стрим Геокубик. Как думаете? По темам. Да, я маленько. Продолжайте в том же духе продвигать канал Мира всем. Махтал Батуй. Когда угодно. Сейчас был Билигин. У нас 19:37. 12:37. Да. Да, говорят, расписание можно типа сделать. Каждый четверг. Ну, каждый четверг, Может не получиться, потому что мы будем на заказе, вдруг например, на съемке. Еще у меня идет репетиторство. Да, кстати, репетиторство у Леры есть. Так что, ребята, ну, да, как надо делать, типа, если свободное время, хоть каждый день можно делать, но это будет неинтересно уже, мне кажется. Выпуск, стрим в тот же вечер. Было бы классно. Типа выпуск сделать, а потом постримить, да? Интересно. Да. Можете вы Инстаграме заранее пост сделать, где можно было писать вопросы и потом отвечать. Можете мне заранее пост сделать, где можно было писать вопросы? Не, это же... Или через этот сторис. Не. Плюс стрима в том, что люди задают сразу вопросы, а потом отвечаешь. Сразу отвечаешь. Это же плюс стрима. Это же сама соль. Ну до этого же так делали, когда заранее писали. Да, заранее. И это надо целый влог смотреть. Да, это 49 минут смотреть. Нету интерактива. Это вопросы-ответы поэтому не будет. Это стрим будет обязательно. Да. Типа не только ответ на вопрос. Не, если ну, типа, какие-то вопросы возникают, лучше в стриме это задавать, а не в комментарии, а потом там через неделю я выпущу какой-то выпуск, который будет длиться 45 минут и не будет интерактива. Да, поэтому мне интересно, я думаю. Все-таки стрим интересный. Потемнело, там солнышко же светило. Да, сейчас потемнело, я свет включил. Хреб говно. Один из самых ламповых стримов в моей жизни. Ну, стараемся. Спасибо.
Так, так. Ну вот, Просто тогда предупредить, когда будет стрим. Ну да, сегодня же Витя публиковал, что сегодня Да. стрим будет. я... Видосы других разбирать в стриме. По Это типа, идее, знаете что? Это немножко, как сказать? это немножко субъективно. Нет, да, Да? это конечно, Там субъективно. Можно в стриме делать обзор на... Не тоже разбор, а обзор. Может быть так? Например, высказать свое мнение по поводу вышедшего фильма из якутского кинематографа. Это выпуски надо делать, это не стримы, Ну да. это формат другой. Когда вот выходит обзор, какой-то фильм, и ты обзор снимаешь на этот фильм, это типа, это не для стрима, это надо делать выпуски. А стрим он такой же, текучий, даже вот, например, ты даже делаешь, как я заметил, тему выкидываешь, да, типа, плюсы и минусы. И там все равно человек спросит, там, вы когда стали веганами, типа. Ему да. это интересно, надо отвечать. И поэтому как-то для стримов можно сделать типа юбилейный стрим, или какой-то там воскресный стрим, или типа общий какой-нибудь там тему можно задать. Да. Ну, по Прям проектам слишком расписание будет более... узкотематичный стрим делать это неправильно, по-моему. Потому что... Все равно кто-то задаст другой вопрос по другой теме. Да, конечно. Кинострима. А так можно интервьюшки еще. Да, это уже выпуски, это монтированный материал должен быть. Это выпуски, блоги, да. Чтобы слишком долго еще не было. Да, а стримы, они такие вот, лайв должен быть. Типа, определенную тему, но из этой темы можно легко выходить. Или... Да, другой. Да. И как раз... Да. Получается. СПС за ламповый стрим идет лучший. Махталитет, комитет, авторитет, себя букет. Так, да, тематические. Так. Вот, кстати, я думал насчет того, чтобы предупредить заранее. Ну, за неделю предупреждать это слишком... Слишком большой промежуток времени. Ну, в день предупреждать это слишком экстремально или нормально в день предупреждать? Ну, то есть за 6 часов, например, да? Мне кажется, за 24 часа нормально, за сутки. За сутки? Типа завтра будет? Да, типа завтра будет стрим. Завтра будет стрим. Мне, например, удобнее так, потому что обычно у меня уже запланировано, и когда говорят, в этот же день будет прямой эфир, а я уже все распланировал, я не смогу посмотреть. Такого. Да? Ага. А за сутки норм, Мне без разницы, главное, чтобы вас видеть, у вас все интересно. Спасибо. Спасибо. Ну, смотри. Да, за сутки норм. За сутки, я тоже так думаю. За сутки Чтобы запланировать, посмотреть стрим. Они... Как сказать, за сутки тут есть люди, которые вообще, именно очень много людей, которые, как сказать, именно не так тщательно планируют. И им сказать то, что завтра будет в 9 часов, для них, а чё не сейчас-то? А так можно же и за сутки сделать, предупредить, и потом еще поактивнее перед тем, как он начнется. Ну да. Да, так лучше для тех, у кого времени меньше, чтобы они заранее знали, что... Ну, максимум сутки, Да. Ну, мне кажется, сутки это самый оптимальный вариант. Как думаете? Ну, да. Ну. Спасибо за ответы, до встречи в Якутске. Спасибо вам за вопросы. Ну все, тогда типа... Завершаемся, кушаем. Да, кушаем. Так, ну все, ребята. Наверное, за сутки, определились за сутки. Это мой первый стрим. Я даже неправильно, я не смотрела в камеру, я смотрела на вопрос. Нормально. Все, ребята. Спасибо, что поучаствовали в стриме. Да. За донаты отдельное спасибо. Оператор доволен. Оператор. 2,5, почти 100 лари. Круто. Пока. Участвуйте в конкурсах.
Да, когда Будет еще Мадлоба. Мадлоба. Так, с Так. почином. С А, почином. С это- почином это когда этот первый, этот, что ты делаешь, и там с почином говорят. А, И там еще там деньги дают иногда. Донат ждем. Так, впервые поучаствовал в таком стриме. все, ребята, Как выключаемся. на грузинском до свидания, нахвамдис. Да, нахвандис. Нахвандис. Так, что-то долго. Пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока.